Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, сегодня такая тема. Стоит ли вам продолжать с ним отношения? Любит ли он вас? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь к моему гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом мужчине. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Представьте его рядом. Мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, назовите его по имени. Любишь ли ты меня? И также задайте вопрос. Стоит ли мне продолжать отношения с мужчиной? И назовите его имя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, любит ли вас загаданный мужчина. Любит ли он вас? Стоит ли вам с ним продолжать отношения? Любит ли он вас? Стоит ли вам продолжать с ним отношения? Так. Ну, я точно скажу, что любите вы. Вы не обижайтесь, но прям идет любовь с вашей стороны любовь и желание быть вместе, и чтобы человек был с вами, ваш в семье, в отношениях. Вы не желаете его терять, вы не желаете с ним расставаться. Вы к этому человеку прям прикипели, вы видите все его недостатки, но вы его постоянно оправдываете. Понимаете, тут прям идет оправдание по всем статьям. Что бы он ни сделал, что бы он ни натворил, все равно он ваш, он самый лучший. Знаете, у вас такое вот прям сегодня не люблю, завтра обожаю, да? Уходи, не нужен, я без тебя не могу. Вот какие-то такие моменты у вас происходят. Я скажу вам такую вещь. Мужчина ваш действительно оппортунист, он такой игрок по жизни, любит рисковые ситуации, любит он быть на грани, на пике, это в нем есть. Любит ли он вас? Да, он любит, но любит как умеет. Этому человеку, знаете, не дана вся сила любви, да, он не умеет любить так, как вы, вот правильно, да, он не умеет любить, как вы, не то чтобы не умеет, ему не дано. Вот от природы, да, не дано любить настолько сильно, настолько жертвенно, настолько всепоглощающе. Он не может, в принципе. Вот нет у него такой возможности, да. Вот его, не знаю, строение мозга, души, не позволяет ему любить настолько сильно. Он в душе философ. Философ, человек больше такой, знаете, аскетичный, что ли, да. Ему особо ничего и не нужно. И ему нужно удовлетворять свои потребности, причем самые нижние, да, еда, секс, не знаю, разговоры, чтобы не быть полностью одиноким. И все, да, больше его особо ничего не интересует. Знаете, у вас, вот смотрите, такое огромное сердце. Вы вообще вот вся такая домашняя, вы такая классная, вы такая теплая, вы такая вот прям уют, счастье, доброта, прекрасная мама, да, если есть детки, если нет, то будете прекрасной мамой. А он такой, знаете, вот сам по себе, да, острый мужичок, потому что он действительно вышел острый, да? Он может быть острый на язык, скорый на суждение, на решение, может что-то сказать, вот прям он может говорить правду, но эта правда, она режет, колет и ранит, да, кого-то даже может и убить его правда. То есть, возможно, он в жизни не совсем состоявшийся, да, вот ему не дается пробиться по карьере, либо что-то сделать. И во всем виноват его острый язык и неумение держать его за зубами. И у вас отношения с ним тоже иногда рушатся, потому что он, позволяет себе лишнего и может прям вспылить, какие-то претензии к вам кинуть. И вот нет тормозов. Вот если он начинает маховик гнева запускаться, то его остановить практически невозможно. То есть он пока все не выскажет, все не расскажет, он не успокоится. Вот этот момент происходит. Смотрите, я вижу, что отношения вообще в принципе держатся на вас. Вот вы
вы, именно вы держите все на себе, вот прям такой титан, да, и если вы сделаете хотя бы один шаг в сторону, то ваши отношения, как карточный домик, просто рассыпятся. Рассыпется. Будет ли он за вами бегать, уговаривать? Нет, не будет. Он слишком гордый, он слишком такой, знаете, надменный. Что-то я должен, да? Я вот такая цаца, я суперприз, я там супер мужик, да, за мной должны побегать. Будет ждать, пока вы. Знаете, вот этот человек, он деструктивный, он маргинал. Даже если ему будет супер плохо, если ему будет прям не вмоготу, он все равно будет сидеть, там, молчать и мучиться. Знаете, есть такая вот поговорка, наверное, либо притча о коте, который умер с голода. Он сам себе на хвост наступил, да, и никого не было, чтобы ему помочь. Вот, а он не смог встать, чтобы пойти покушать. Вот это именно про этого человека. Он такой кот, который сам себе наступил на хвост. И, конечно, ему нужны няньки, да, ему нужны там прислужники, помощники. Но вот такой он есть. Знаете, здесь это все идет от его очень большой закомплексованности. Очень закомплексованный человек. Он может говорить правду всем и вся, но при этом сам эту правду никогда не желает слышать. Да? Если ему что-то говорят, особенно вот правдивое, оно его режет, он бежит, он прячется, он может там и скандал закатить, и пропасть на несколько дней. Это все в нем есть. Человек очень сложный, нереально сложный. Как вы с ним живете, я не знаю. Ну, понятно, да, все на вас держится, на вашем огромном большом сердце. И даже здесь в паре вот две птички вышли. Смотрите, какая вы красивая птичка, и какая он доходяжная, худенькая птичка. Вот он по эмоциям холодный, вот он в проявлениях странный, вот он такой, знаете, вот не хочется говорить плохо, да, но я такой типаж не люблю. Это такие люди, которые, я колючками их называю, да, ежик, который живет в лесу. Когда хочется молочка, он прибегает к людям. Когда ему вообще что-то не нравится, он колется, а живет он, в принципе, в лесу. Вот, чтобы у него было все свое, никто его там не трогал и ни к чему не обязывал. Да, то есть я беру, но ничего никому не даю. Так, что по его чувствам? В чувствах у него к вам, вот я вам сказала, да, эмоции есть, любовь есть, но любит он по-другому. Он любит не так, как любите вы. И никогда вы от него не дождетесь даже, там, я не знаю, половины от того, что вы проявляете в его сторону. Я вижу, что вас это обижает, я вижу, что вас это ранит. И вы, вы не готовы принимать его такое отношение к вам. Да? Просто не готовы, и все. Мои дорогие, что я хочу сказать? Такой он и есть, да, таким его создала природа. Либо вы принимаете его таким, как есть, либо лучше с ним прощайтесь. Я вижу, что вы не готовы с ним проститься. Вот что бы между вами сейчас ни происходило, вы не готовы с ним проститься, вы не готовы его оставить. Что бы я вам сейчас ни сказала, у вас останется ваше собственное мнение. Вот скажу я вам сейчас, вот бросайте, да, ничего хорошего не будет. Вы не бросите. Вы не бросите. Вот послушает меня девочка, скажет, ага, фигушки, я никогда своего любимого не оставлю. И знаете, мне нечего, да, сказать на этот ваш ответ. Вы правы, потому что каждый человек должен решать свою судьбу самостоятельно. Песок — это всего лишь оракул, а люди — это намного больше, чем предсказания. Мои дорогие, да, есть вещи, с которыми нельзя мириться, но, знаете, вот мы, в принципе, да, вот люди, человечество, мы устроены таким образом, что мы можем злиться не только на друг друга, но и сами на себя. Да, и вот все, что этот мужчина делает, я честно вам скажу, только не обижайтесь. Да? Я вижу, что вы ему позволяете. Вы его в этом плане разбаловали, вы были терпеливой, вы были тихушницей, да, возможно, плакали в подушку, да, возможно, там уходили, прятали свои слезы. Все это было. А знаете, ведь он не слепой, он все это видел. Он, конечно же, жалко ему вас было, да, такие моменты были, было жалко, но и признать вашу правоту он не может. Вот в принципе, да, вот такая у него конституция. Я не могу, я должен быть номером один, я должен быть во всем прав. Какими будут эти отношения? Я не буду вас обманывать, я скажу, сложными будут эти отношения, потому что у вас терпение есть, но запас его, он не
безграничный, да, то есть лимит все равно наступит, да, вы дойдете до этой точки невозврата. Но что тогда произойдет? Но опять же таки зависит от вас, да. Если вы скажете, ну, кривенький, худенький, но мой, да, тогда вы с ним останетесь. А когда вам захочется именно любви и счастья, конечно же, вы пойдете к новым горизонтам и к новым возможностям. Я вижу, что вы женщина интересная. Я вижу, что вами мужчины другие интересуются, а он это видит, его это бесит. Он, кстати, очень вас ревнует, но он этого вообще не показывает. Либо показывает каким-то странным образом, он, знаете, вот он не говорит там в плане того, что вот там кто-то на тебя смотрит, я там пойду, там разберусь с этим мужчиной. Он начинает вас цеплять, что ты там одеваешься слишком вульгарно, открыто, ты красишься как-то там вызывающе. То есть он на вас воздействует. То есть пойти с другим мужчиной, ну, пободаться, нет, он не пойдет. Он лучше вас будет немножечко так прям, ну, гнобить в этом плане, да, чтобы там вы, не знаю, там на себя робу одели, да, мешок на себя одели, паранджу одели, не знаю, там углем измазались, да, в грязи извалялись, чтобы на вас никто не смотрел. Вот таким образом он может действовать. То есть, ну, он считает, что вы вот такой провокатор, да, для других мужчин, что вот прям это ваше преступление, что вы слишком красивая. Вот такой вот у него подход. Странный, конечно, но вот так вот есть. Смотрите, что еще будет у вас в отношениях. Если будут дети, если в ваших отношениях, кстати, может быть, уже есть дети, либо будут дети, то мужчина будет вести себя, ну, как кукушка. Извините, но я вижу именно такую кукушечность. Он будет, ну, говорить, ой, да, ребенок, там, пофоткаться вместе, может быть, там, не знаю, там, друзьям похвастаться, типа, у меня там сын родился, и все. Просто все. Не ждите, что он будет помогать, не ждите, что он будет там ходить с ребенком, там, гулять, там, ну, банально, да, там просто посидит, время поиграется, да, он не будет этого делать, не будет. Он, ну, считает, знаете, у него есть такой вот пункт, да, он считает, что это типа не мужское дело, да, женщина должна этим заниматься. Но у него, может быть, это сложилось из его детства. Возможно, у него был достаточно жесткий, требовательный отец, которого он боялся и от которого он держался там подальше, да. И вот он, понимая, что он тоже по характеру не подарок и не сахарный, что он тоже может обижать своего ребенка. Поэтому он изначально от него будет дистанцироваться и говорить, что, ну, это твои женские дела, да, занимайся ребенком. Ребенку нужна мать. Вот. А я типа мужик, да, я пойду там с друзьями пиваса попью, да, либо деньги буду зарабатывать. То есть у него всегда найдется и отмазка, и отговорка. Эти отношения сложные, вот реально сложные. Стоит ли их продолжать, вы должны решать для себя каждая сама. Я вижу, что мои советы и рекомендации на сегодняшний день не возымеют никакого должного образа, да, воздействия на вас. У вас свое восприятие, свое понимание. Скорее всего, вы никого слушать не будете, вы будете с этим человеком рядом, пока есть любовь в вашем сердце к этому человеку. То, что любовь есть, это бесспорно. Это видно невооруженным взглядом, скажем так, это вот прям четко, да, центр самого рисунка. Это ваша любовь к нему, ваша, не его к вам, ваша к нему. Мои дорогие, ну, наслаждайтесь этими отношениями, берегите себя и понимайте, что в настоящей паре, в настоящих отношениях люди должны быть все-таки партнерами. Так, всего вам самого наилучшего. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.